Игрушки, канцелярские товары, развивающие игры и книги. В гости к воспитанникам Центра непрерывного образования студенты ИНГУ приходят не с пустыми руками. Акция «Кахетом. Милосердие», организованная студентами и всеми неравнодушными, существует больше 10 лет, а в Центре непрерывного образования волонтеры бывают как минимум 2 раза в год. По доброй традиции, в первом этапе акции активисты собирают мешок с письмами-пожеланиями ребят, а во втором, собственно, их исполняют. Кто-то хочет себе телефон, кто-то раскраску, а Руслан Левин пожелал себе радиоуправляемую машину. Я попросил, что они дали мне такую машину. Попросили. Я играть буду, где, не знаю, буду под дом поиграю, в машине что-то работает, поставить батарею. Если у кого-то в списке пожеланий игрушки, то Ацалам Мамаев пошел дальше. Мальчик уже несколько лет ходит в секцию по шахматам, поэтому он захотел получить в подарок себе именно их. Письмо, песок, шахматные игра. Дальше еще пазлы человеку. Кружок шахматный. Те, кто особенно уязвим и нуждается в заботе, более 300 учащихся, у каждого из которых свои пожелания. Участники клуба «Добро ИНГУ» постарались, чтобы презенты были не только красивыми, но и полезными. Больше всего дети хотят телефоны. Но так как мы не покупаем такие дорогие подарки, мы им покупаем наручные часы, развлекательные, развивающиеся игры. И больше всего они еще бывают пожелания для своих родителей. Это бывает очень трогательно, когда вы читаете эти желания. Мы должны были быть в марте, но из-за карантина у нас не получилось. И сегодня выпала возможность, мы сюда приехали. Воспитанники Центра непрерывного образования для детей с ОВЗ всегда с радостью их встречают. Сегодня в связи с коронавирусной инфекцией мы не проводим таких массовых мероприятий. Обычно у нас это сопровождается праздничным концертом, мини-спектаклями, в которых участвуют и студенты, и наши воспитанники. Эта акция у студентов не первая и, как они уверяют, не последняя. На очереди подарки для детей из Троицкой школы-интерната. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.